Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Продолжаем серию наших летних передач. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел известный музыкант, хомусист Георгий Слепцов. Георгий, приветствую. Приятно, как говорится, познакомиться. Познакомьтесь с Семеном. Спасибо, что согласился перейти к нам на нашу передачу. И так как все-таки у нас кулинарное ток-шоу, спрашиваю, ты вот что будем делать? Я смотрю, так конкретно основательно подготовился. Да, я просто очень люблю есть шаурму. Ага. Ну, со студенческих времен, еще 2010 года, с однокурсниками ходили через дорогу покупать шаурму, и как бы еще в Питере ездил специально покушать шаурму, да. Который там шавермой называется. Да, шаверма там называется совсем по-другому. В Якутске его называют шдонер, шаурма, ну, по-разному еще в Турции, да. Ну, как бы во всем мире кушают это блюдо, вот, но придумали его в Турции, вот. Турецкое блюдо. Да, турецкое блюдо. И вот, я недавно открыл шаурмичный донер-хаус, и... Мы к этому еще вернемся, я знаю об этом, да. Но, короче, это твое фирменное блюдо, получается. Шаурма, да. Да? Вы можете теоретически даже с Семеном такой батл устроить. Семен наш шеф-повар. Нет, конечно, батл у меня не получится. Шеф-поваром тем более. Но шаурму готовить ты умеешь. Да. Да, давай потихоньку начнем. И традиционный вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Расскажи параллельно немножко о себе. Откуда будешь? Рубрика называется «Как я дошел до жизни» такой. Ну, я хомусист профессиональный, и на хомусе играю уже с 5 лет, это получается уже 23 года играю на хомусе, как себя помню, можно сказать, играю. И ну, в детстве бабушка учила, а потом... Да, извини, а сам откуда родом? Сам? Я родился в Ямиконе, село Тамтор, это самая холодная точка на Земле, где... Я там бывал много раз. Да, где была зарегистрирована минус 71,2 градуса. Полюс холода. Все американские любят это повторять много раз. Потому что борьба же идет все равно с верхоянскими, да? Потому что считается вроде и верхоянск полюс холода, но и американский полюс холода. Споры, они вот, ну, не будем мы это углубляться, но американские всегда повторять, я знаю. Это нормально. Ну, мы очень гордимся этим, да, то, что у нас, ну, нереально холодно. Самое холодное место, где живут люди. Да. На земле. Ну, официально это пока так. Ну, мама сунтарская, папа ямиконский, а сам вырос я в Якутске. Ну, периодически езжу и в Ямикон, и в Сунтар езжу, да. И учился в третьей школе, это в городе Якутске, в Залаге находится. Вот. Закончил эту школу, поступил в музыкальный колледж. Закончил музыкальный колледж и уехал сразу на гастроли. Как приехал, сразу меня взяли в театр танца. И вот в театре танца уже 9 лет работаю, как окончил музыкальный колледж. Ну, то есть хомусистом. Профессиональный хомусист, да, профессиональный хомусист. Ну, то есть для меня, кажется, немножко это непонятно, но мы к этому вернемся. Давай, возвращаясь к твоим 5 годам. Все-таки, если ты профессионально 23 года уже на хомусе играешь, да? А как впервые это произошло? Просто мама принесла хомус, она лежала просто. И сказала, что ну, не трогайте, это дорогая вещь, как бы, да. Потом она играла, мы подумали, что... И такой запретный плод сладок, и ты, наверное, уже так. Да. Когда мамы не было, я просто поднялся и постарался играть, чуть не сломал хомус. Потом меня наругали. И зубы, и губы, наверное. Да. Первый раз там все застряло, там. Меня потом наругали, конечно. Потом я все равно доставал, уже как-то учился играть, потом мне показали, как держать. И я так уже начал играть. Как правильно все делать, да? Да, потом мне подарили хомус, и я начал вот уже играть. Сам уже играть. Да. А когда ты понял, что это, ну, скажем так, твое? Обычно же, ну, увлечений же много, да? Дети, допустим, ну, подвижные игры, там, кто-то хоккей, футбол, а ты вот хомус. Это же, скажем так, ну, якуты, конечно, да, это наш национальный инструмент, которым мы очень сильно гордимся, но, скажем так, это же, скорее всего, не было так сильно популярно. Ну, вот у меня мама и бабушка, они просто играли, да? А у меня просто... сами дома. Да, Обычно всегда, да, вот перебивая, что считается, что, ну, на хомусе играют там старушки, бабушки там играют, ну, потому что у меня бабушка тоже играла, я смотрел, такой вот старенький такой маленький хомусик был, и она меня одалживала. Да, с 5 до 10 лет я просто так играл тоже, как они. Потом я поехал учиться в Сунтары, село Ильяй. Там у меня сестра была преподавателем хомуса, ровно закончила музыкальный колледж, и в музыкальной школе учила хомус. И в это время ровно меня туда отправили, потому что я тоже умею играть на хомусе. И она меня очень научила прям таким классным приемом, что я очень сильно вдохновился и подумал, что ну, это мое самое любимое хобби будет. Да. Ну все, да? А хобби? Хобби, я думал. Я не думал, что это будет моя профессия. Потом с окончанием 9 класса я поступил в музыкальный колледж. Там у меня разные группы были. Дохсун, вот этногруппа Дыгын. Вот Дохсун у меня Владимир Дробинонтов, вот известный блогер, тоже был у меня в группе. Вот. И с тех пор я понял, что, оказывается, хомус — это моя профессия, это не просто хобби. То есть судьба сама так сделала. То есть
случайности не случайны, да? Ну, Да. каким-то образом ты играл. Ну, нравилось мальчику, скажем так, играть, а потом раз и стал музыкантом. Да, я думал, что я буду юристом или предпринимателем, но в итоге стал хумусистом. Мгм. Ну, это А судьба. родители чем занимаются твои? а, Они вообще учителя, Мгм. да, потом мама в Сахафильме работала, потом Мгм. 2000 года, скорее всего. Мгм. Ну, сейчас у мамы аэродром в Хамустахе, ага. Ну и папа щас Аэродром? ветеринар, да, да. Ух ты, круто. Так. Ага, ну то есть родители же не музыканты. Да. А? Необычно, обычно там говорят, ну, Обычно, ну там, да, да, ну, да. Ну, обычно, ну, держит шаурмичную, ну, скажем так, да. Или там, да, у нее магазин, а тут у нее аэродром. Круто. Маме привет тогда. Молодец. Окей. Ага. Так, ну, значит, не музыкант, а ты стал музыкантом, Да, получается. это Ага. очень непонятно почему, да. Да, Ну, но все равно случайности не случайно. То есть твоя поездка, вот Сунтар, да, говоришь, тетя там, да, тебе помогала все. Ну, у меня вообще творческая семья, все вот все Мгм. занимаются спортом или творчеством, все вот умеют петь, допустим. Ну, я не совсем умею петь, но на хамусе зато играю. Мгм. Ага. Ясно. Ну, давай это все-таки начинать уже, Да, начинать уже, да, а то кушать хочется. а ты слишком много разговариваешь. Не, нормально. Это у нас Ага. все-таки же ток-шоу. Да, нам люблю нужно- поговорить Да. ага, с Любишь интересными поговорить. людьми. Ну, рассказывай. Так, давай немножко коснемся твоей шаурмичной. Ты просто ее открыл как дополнительный заработок или просто тебе нравилась шаурма, и ты говорил, а почему мне Ну, самому не во-первых, делать, мне нравилось, а во-вторых, мои друзья тоже каждый день кушают, а у меня очень много друзей, и Ага. все вот любят. Ну, любят ездить по на ты, машине, ты, да. значит, все-таки предпринимательская какая-то жилка есть, да? Ты подумал, почему они в другом месте покупают, пусть у меня. Да, да. Ага, пусть и- лучше Да. свои деньги оставляют. Да, и Да, сейчас, да. кстати, вот все друзья, вот, ну, все равно они катаются на машинах, да, и как бы Ага. хотят не где-то вот зайти в ресторан, да, ну, конечно, сидят в ресторане, да, но они в основном катаются вечером и думают, ну, где-нибудь зайти чуть-чуть быстренько, Быстренько и перекусить. недорого покушать, Перекусить, как бы. И перекусить, поэтому ну. они заходят, и как бы, они, по-моему, все мои постоянные вот Клиенты. покупатели, да, клиенты. А, да? Ну, Так, то есть ты, значит, давай действительно классно включим. готовишь? Да, А? Действительно тогда, получается, классно готовишь? Ну, Так, а да, надо- у нас вот, да, повара очень круто готовят. Георгий, Ага, Семен спрашивает. да, нужно будет его, мясо, наверное, скорее всего, уже положить сюда. Мгм. Ага. Так, как настроим? Не, просто сначала мясо ложим, закрываем и... Нет, окей. ну я думаю, настройки, может, какие-то. или- Да, для курицы. Это надо будет закрыть, а потом так обкрутить. А, да. Ну чтобы она, пока нагревалась, да? Ага, вот это курица. Мгм. И окей. Открываю Ага, можно открыть. и закладываю, да? Ага. Прохитинг. Так, получается, ты вот подумал, захотел, но ты же, наверное, не с бухты-барахты сказал, ой, я буду делать вот именно вот такую шаурму, и все будут меня ее покупать. Ну да, я просто пробовал Разные. в разных местах, да. Вот гастролировал в Питере и каждый день прям кушал шаурму. То- Все пошли куда-то в столовую, ресторан, кафе, а я шаурму, чтобы вот попробовать, и реально где вкусно. Ну, получается, ты к этому не один год шел. Не один год. Ну, да, Ты уже пробовал, знал, что мне нравится, знал, что примерно людям зайдет, да? да, лет 5, наверное, все пробовал, все делал, а потом только вот очень долго настраивался. Ага. Ну, у меня магазин есть в торговом центре, маленький магазин. Вот. А еще? Да, Ну, и, ты вообще, кажется, предприниматель вообще. да, бывший. ну вот с помощью магазина у меня появились деньги для открытия вот шаурмечной. Ага. Ага. А магазин чем занимается? Магазин? Нет, салфетки. Ага. Салфетки. Салфетки. Вот эти, ага. Магазин, продаем мелкую технику. Колонки, караоке, микрофоны, Мгм. USB, ну вот маленькие. Ну, то есть это, киоск. опять же, ну, как бы касаемо твоего музыкального творчества. Ну да, можно сказать. Ну и не только. Ну, маленькие гаджеты. Ага. Ну, маленький киоск. Вот. Ну, приносит не такие большие деньги, да, но Ну. приносит как бы. На хватает. приносит, Ну, да. я в основном на хамусе вот. Хамус это моя основная профессия, а вот это Мгм. уже как второстепенно идет. Как проходит твой распорядок дня обычно, да? Распорядок дня. Ну, сейчас у нас в августе отпуск, поэтому сейчас, ну вот выступления есть. И, ну, сейчас в основном я буду август посвящать урокам на хамусе, также я учу на хамусе. Ага. Вот про это тоже бы хотелось бы Да. услышать, конечно. Ну, вообще, зимой у нас распорядок дня такой-то, что с утра мы работаем в театре танца до 3, с 10 утра до 3 каждый день. Да, что делаете? Репетируем, у нас спектакли также в театре происходят. Мгм. Это что каждый прямо все выходной. время там на хомуте. Нет, мы еще в массовке участвуем, и голосовые имитации там во время спектакля ага. делаем. Также в оркестре тоже помогаем. Мгм. Так. Также я не только на хамусе играю, но и на других музыкальных инструментах, это как гитара, фортепиано,
То есть начал уже учиться к этому, да? Да. Ну, В КВГ чуть-чуть играю, да. да. Ну, то есть ты, получается, уже как бы человек-оркестр. Ну, не совсем, но Можешь сольным концертом выступать. ну, я не профессионально играю на когда-нибудь, других, да, ну, умею, как бы, да. Ну, умеешь, Ну, могу подыграть где-нибудь. Понятно. Вот. И потом у нас вечером выступления. Почти каждый день, ну, по выходным у нас от 5 до 10 выступлений бывает. Мы прям бегаем вот так по разным местам и выступаем. Да, а это где, что за площадки такие? Ну, концерты в основном в театрах и, ну, конечно, Ну свадьбы да, благо у нас тоже. концертов-то, слава богу, сейчас немножко как бы можно. Да, пандемия, сейчас можно. Но во время пандемии, да, было сложно, конечно, у всех артистов с этим. А все артисты стали вот То есть поварами стали. да, то есть эти все какие-то так сборные концерты, да, которые там Да, вот там выступают, Да, да. да. Их же очень много. очень много, Каждые да. выходные Каждый день на каждой площадке на что-то каждой происходит. площадке, да, обязательно на каждой, ну, вот КЦ СУФУ, театр эстрады, да, театр танца, вот очень много, вот, театр, Сахатеатр, да, везде, да. Вот очень много мероприятий, поэтому в Якутии нам с этим артистам очень повезло. И то, что у нас своя эстрада, вот, да, вот свои артисты у нас, это очень круто. Вот, допустим, в других городах вот своих артистов практически нету. Они все время каких-то вот всероссийских зовут. А у нас вот своя эстрада, вот это очень классно. Ну да, ну... И слушатели, конечно, тоже зовут. Да, возвращаясь к нашей эстраде, да, у нас реально очень много артистов. Очень и певцов, и разных жанров, да, и как бы ребята и пробуют в разных жанрах. По-моему, стендаперов только нету. Или есть? Стендаперы, да, есть у нас. Ну, Орлов есть, да? Точно имя не помню, но Орлов у него фамилия. Он в Москве сейчас уже, ну, очень популярный, да. Ну, такой Который стрельнул конкретно. Да, он, маленький парень, ага. да, у него прям А он из очень Якутии? много просмотров в Ютубе, Он из Якутии, да? Он из Якутии, да. Я помню, с да? ним очень много здесь тоже выступали, я когда еще хомусист, ну вот в 2015-м он тут был ведущим у нас всегда, вот часто был. Вот сейчас его в Якутии, можно сказать, не увидеть тоже. Также Дензел его, ну, еще один, ну, ник у него так, Дензел, Денис Антипин. Он тоже вот известный в Москве, вот тоже стендапер. Ну, почему-то стендаперы уходят в Москву почему-то. Ну, больше аудитория, видимо, да, Да. потому что там своя специфика уже тоже есть. Ага. Слушай, ну вот возвращаясь к эстраде, ты уже, скажем так, человек, имеющий, ну, непосредственное к этому отношение. Якутские артисты, их много, но до российского уровня, ну, хотя бы до поп этого, ну, по-моему, таких нету, либо есть. Что нужно, чтобы это, на твой взгляд? Вот у нас Ну. Киджах есть, да, вот он Ну. очень круто поет. Я, допустим, слушаю его песни даже в машине. И он все время что-то делает. Вот все время. И хорошее, и плохое. Хороший, плохой, да? Да, ну и остается всегда на плаву. Всегда его знают, всегда все знают его. Но российского успеха у него нет. Ну, есть Ливан, да? Ливан Гордия, да. Ливан вот это вот. Гордия, да. А он же с молодец. Якутска начинал, Да, Якутска да. начинал, Он- уехал и... Он Раз. молодец, то, что он все время упоминает Якутию. То, что Да. он с Якутии во всех И песнях возвращается, да. ту роль. И возвращается, да. Вот есть люди, которые уезжают и просто забывают, да. А есть люди, которые всегда корни. сохраняют свои корни, да. Вот это он молодец в этом плане. Вот. Так. Вот. Ну, у тебя здорово получается, не каждый гость, скажем так, может рассказывать и Одновременно, что-то делать да. одновременно, да. И тогда там люди там стопорятся, так что давай, продолжай рассказывать еще. А вот я кубиками режу овощи, Ага. потому что кубиками, мне кажется, они будут хрустящими Мгм. и ну, более вкуснее. А когда ломтиками, вот, как будто в зубах застревает. Поэтому вот. А, видимо, же много рецептов, да? Да, конечно, очень много. Ну, в основном с курицы делают. Да, в основном с курицы, также из говядины делают, и свинины делают. Ну, самое, мне кажется, больше всего люди любят, это с курицей. Ага. Ага. Но ты выбирал именно с курицы, да, сам? Да, с курицей, ага. Ну, мы продаем с курицей, потому что, ну, вот самый ходовой. Мгм. Ну, многие, короче, это Да. любят. Ага. Ну, Ну, и сам ты любишь. Да, свинины просто не все могут есть еще, А, ну да. поэтому еще, Кому-то, скажем так, нельзя, да? да, кому-то нельзя, поэтому. Ну, в Якутии, конечно, кушают, но не все. Да, ну, на шашлыки наши все. Также, да, вегетарианские тоже спрашивают часто, потому что у нас в Якутии почему-то странно, у нас вегетарианцев стало очень много. Да. Ну, вегетарианец, якут это плохой охотник. Ну да. У да, нас даже так тоже да. было. Ну, я не представляю себя без мяса. Ну, я тоже. Зимой тем более, когда очень холодно. Тем более, если это имиконский. Да, тем более, если я японец. Вот. Так, следующий этап что? Ну, помидоры. Ага. Помидорки. Так, слушай, а что ты любишь вообще есть, кроме
кроме шаурмы. Кроме шаурмы, да. Ну, я люблю в основном обычную еду, которую все люди кушают. Ну, допустим, цезарь салат, пасту карбонара, борщ обязательно самое. Ну вот борщ вообще обожаю мамин, ну и жены, конечно. Слава богу, жена хорошо готовит. Расскажи про семью как раз. Семью. Ну, я в прошлом году вот... У нас в прошлом году с женой была свадьба в сентябре. Ну, мы вместе уже 7 лет. Ну, со студенчества еще. Долго приценивались? Да. 6 лет, да? Ну, мы еще молодые были, и как бы, вот сейчас уже, мне кажется, выросли наконец. Решили, что все, можно, в омут головой. Да. Это тоже сюда, да? Ну, не, лучше отдельно, наверное, сюда. Она работает стоматологом, ну, стоматологии города. Вот. Ну, недавно начала работать, год только. А до этого вот очень долго училась. Стоматологи же очень долго учатся. Ну, вообще врачи очень долго учатся. Вообще очень долго, да. Да, как Вот минимум 6 лет, по-моему. Поэтому не женились, наверное, так долго. Учеба захватывала. Да, учеба прям. Некогда, да? Она очень долго, с 8 утра до 8 вечера почти училась. Потом еще у него уроки. И как бы Да. даже в кино сходить нормально невозможно было. Ну. Какая свадьба, как говорится, да? Да. А дома кто чаще готовит? Дома, если честно, дома я вообще не готовлю. Да? Ага, жена готовит все время. Ну, наверное, вечером шаурмой приходишь. Из своей. Бывает такое, Как да. два букета такой. Да, когда она очень устает, и когда я тоже очень много работаю, выступления бывают до 10 часов вечера, и мы просто не успеваем готовить иногда. Но супруга шаурму-то кушает? Да, но не каждый день, как я. Да. Да? Она кушает, да. Она больше любит домашнюю еду. Вот. Так, соус. Сюда нужно будет налить сметану, можно сказать, целую. Так, а здесь что у нас уже? Чеснок. Чеснок. Это у нас майонез. Майонез должен быть не такой жидкий, да? Пичагин, допустим, использует такой вот майонез. Он более густой, там, от 45 до 60. Процент жира больше. Да, больше. Так, А ложку столовую передать, ложку, да? да, Ложку, Семен, да. передай, пожалуйста. И сметану. Тоже вот Сейчас, жирность 22%, 15%. Ну, То так, есть это технологический цикл, который, ну, ты изучил и, скажем так, для своей-то выбора получается, да? ну да. Ну, шаурму можно... шаурму говорю. Для шаурмы можно, если в домашних условиях, то обычный майонез можно готовить. Почему нет? Ну, я зимой, когда мы не работали, да, зимой, киоск не работал, я дома тоже готовил шаурму. Ну, не каждый день, конечно. Но я обычный майонез покупал, потому что обычно он и дешевле стоит, ну, и доступнее, везде продается. Ага. Так. Вот получается, как Чё, у перец тебя соль? за лето Извини. вот твоя торговая точка шаурмы, это отличный выхлоп дает, да? Ну, мы вот только уже год работаем, ну, уже раскрутились, можно сказать, но да, нормально, но не прям сказать, что я на бен езжу, но пока нет. Так, получается, Пока нормально просто. сюда еще На что-то хлеб надо хватает. добавить. Ага. Сюда нужно будет соль добавить Соль. и черный перец. Соль. А там с перцем, по-моему, уже, или нет? Нет. Перец вон сзади, по-моему, лежит, Семен. Глянешь. Так, еще ложка нужна. Ложка отсюда Ложка? возьми, Ложка оттуда возьми. Вилка, ложка. Так. Соль чуть-чуть засохло, да? да? Да, чуть-чуть засохло. Ничего. Слушай, я знаю, что ты очень много ездил, в том числе и по заграницам, разные фестивали и все прочее, да? Мгм. Расскажи про эту часть, да. Где ты бывал, где участвовал, какие успехи у тебя были? Самый такой большой успех это в Всероссийском фестивале «Живая нить» я выиграл 1 место. Там очень много, А как туда попал? 70 субъектов Российской Федерации были. Как я Мгм. попал? Очень много выступал, и через театр ко мне вышли, Министерство культуры, и отправили. Вот, и неожиданно, да, ну, я ожидал, конечно, то, что я буду в финале топ-3, но там очень классные участники были, прям вообще все один лучше другого, и то, что когда меня объявили гран-при, это был просто шок. Да-да-да, ну там был же некий казус, да, по-моему? И что произошло? Они, Да, не поверили? они не поверили и сказали, попробуй без музыки сыграть. То есть они подумали, что ты взял фонограмму, вышел круто, там что-то там исполняешь, якобы, да? Да, потом они сказали, без музыки сыграй. Я без музыки зашел, и начал снова играть. Все птички, вот волки, коня издал. И они сказали, аплодисменты, конечно же, что я сделали.
Ну, и такой, Да, да? да. Ну и потом все, я Слушай, ушел. ну я смотрю, ты хамуши с собой же принес Да? свои, да? Да. Может, продемонстрируешь? Папа, покажешь? Да? Да, конечно. Давай, вот не отсюда возьмите так, хорошо. Так. А, сразу несколько? Я И одновременно щас покажу. на- Вообще, да, они все разные. Хамусы. Вообще у меня больше 40, наверное, хамусов. Очуметь. То есть, Нет, ты как сейчас бы... одновременно будешь ими сразу играть? Или... Не, я покажу просто звучание. Ага. Этот хамус вот мне Ильдар показал. Да. Показал, подарил. Да, который гостем, кстати, Да, был у нас тоже. да, ага. да. Ну, он такой более Из Татарстана. современный, более у него современное звучание. На нем можно играть электронную музыку, как бы, да? Так. Вот типа такого, да? Круто, да. У этого звучание более такое низкое, на нем играют традиционные протяжные игры сиетарды. Говорят, что во время такой игры Это, видимо, разные техники, да? Ну, я, к сожалению, не знаю. Это сиетарды, да? сиетарды, да, она Сиетарды. да, лечит А, от всё. разных болезней, изгоняет злых духов, да. Именно вот такая протяжная игра. Ну, шаманы в древности играли и так. Так. Классно. Классно. Ну, более такая успокаивающая, да, Мгм, медитация. мгм. Так. Это мой основной хамус, на нем можно играть, ну, все что угодно, да? Он типа более звонкий, да, или как? Да, более звонкий и более универсальный. Блин, очуметь, восторг. Ну, у этих хамусов звучание более одинаковое, поэтому я на том сыграю. У них высокое звучание, на них обычно играет птиц. М, Птиц, природу, пробуждение, лето. м. Блин, не верится, как это, да, это что такое вообще? Взрыв мозга, ну, жесть. Ну, как говорил, ты с 5 лет, получается, занимаешься, да? Да, Да, 20 с лет. 5 лет уже 23 года. Ага. Хамусы положи сюда. Ну, отложим аккуратно. Так, ну давайте приступать к готовке. У нас мясо Да. уже было... Заканчивать уже, да. Мы брали маленькую паузу, приготовили мясо, а ты должен сейчас его как... Да, Шинковать? да, поменьше. Да. Нашинковать, Мы ну, предварительно разогрели наш гриль. Мгм. Мясо должно быть измельчено, ну, поменьше. Ага. Можешь попробуешь этим? Да, у вас. Да, может быть. Семен даже свой этот Вау. инструмент дал. Вот этот Теперь, нож теперь ты уже, должен да. ему отложить свой хамус. Да, можно. Слушай, а вот меня удивило, я думал, что, ну, не знаю, ну, край может 10, да? Да. А у тебя больше 40 хамусов. А как ты всех различаешь? Как это? Ну, вообще, у каждого хамуса, даже из 100 хамусов, не бывает такого, что каждый Да, хамус да. одинаковый. Даже вот в ансамбле хотят, чтобы хамусы одинаково звучали, но они, возможно, будут похожи, но прям в точно нет. Вот такого хамуса нет. И они все вот разные.
от разных мастеров. Ну, это потому что из-за того, что ручная работа, не на станке все делается. Да, правильно? ручная работа. Наверное, Нет, да. даже если на станке, то все равно будет Ну, допустим, разное. вплоть до микрона, если все два одинаковых сделать, все равно разное звучание все будет. равно раз. А, из-за того, что, ну, металл, закалка металла и все прочее, да? Да. Даже, может быть, даже они и свойственно очень похожи, но это будет, наверное, зависеть тоже от человека, сколько он воздуха вбирает в легкие, да? Да. Как он издает этот звук. Так что, наверное, искажение все равно будет. А, ну, да, от игры тоже, да? Кстати, да, от человека тоже зависит, да. У человека вот разное дыхание, разные голоса, разные вот, ну, допустим, у мужчины другой голос, у ребенка другой, у женщины другой, да. Но звук же рождается все равно, ну вот, Да. как правильно сказать, во рту, в гортани, где он происходит, звук вообще, образование звука? Образование звука, ну, на хамусе работает больше всего артикуляция и дыхание. Мгм. Артикуляция и дыхание. И, допустим, как я создаю новые звуки, я просто беру алфавит, допустим, да, и, допустим, у-а, да, допустим, звук у-а, играю, потом дыхание добавляю, и уже звук уже другой на хамусе. Вот с помощью дыхания и артикуляции получается. Мгм. А, ну, то есть вариации разных звуков. Это, как говорится, эти наши дифтонги, да, якутские всякие можно использовать. Ага. Да, кстати, да. уа, е, да? Мгм. Ага. Да, и очень интересно. Ага. Так, дальше что у нас? Дальше у нас капуста. Пекинская капуста. Мы не используем вот обычную капусту. Да? Нет, ага, пекинская капуста. Ага. Мы не используем обычную такую круглую капусту, а именно пекинскую, потому что она, ну, идет и для цезарь салата же, да, он идет, да? Да, ну у нас как бы салат айсберг, салат романа. Ну, для твоего блюда именно вот Пекинская. пекинская подходит. Ага. Пекинская подходит, да? Ну ладно, Ага, вот. хорошо. Вот, может, сразу видно, что повара очень острый. Другой, да, а это Да. мой. Да. Извините, пожалуйста. Нет, ну у вас тоже хорошие, да. Да-да. Да, тоже острый очень. Давай. Это, Это будет достаточно, да? да, это будет достаточно, да. Так. Его просто на мелкие кусочки надо будет порезать. Хаотично. Вот телезрители могут посмотреть, что в любых домашних условиях. это можно. Да, в любых домашних условиях. Даже если можно нет грильницы, можно даже на сковородке. На да? сковородке, да, можно У меня приготовить. супруга так готовит. Сковородка гриль, ну, чтобы обязательно ребристая была, чтобы эти красивые эти такие узорчики остались на лаваше, да? А лаваш, по-моему, вот лежит. Давай я помогу его достать. Уже, по-моему, уже собирать надо. Потому Да, что наверное, достаточно. мы часто говорим, эфирное время у нас не резиновое. Можем просто не успеть. Вот сейчас вообще, как сказать, органная музыка в последнее время тоже очень популяризация идет, да? Да, очень большая Даже, вот, популяризация. например, музыканты, например, диджеи, да, какие-то, они много используют вот этих звуков. Да, у нас есть очень популярный диджей, Айта Уран его зовут, да? Вот уран. Уран, да. Он использует вот именно музыку этническую музыку, фольклора. Вот этот электронно, Да, вот так. таюк, вот онхох, хамус, вот это все смешивает с электронной музыкой, и у него прям очень круто получается. Его слушают не только вот в Якутии, Да, в России, а вообще зарубежные за страны. рубежом. И его музыку вот на модельных показах даже за рубежом используют. Ага. На показах. Да. Ну, прям молодец, да. Вот. Скажем так, будем ждать, чтобы Европа плюс топ 40. Да, возможно, будет, скоро почему, будет, а да. почему нет-то? У нас очень много Не, же артистов, даже российского уровня на мировой рынок. Да, именно возможно, я ставят, сделаю, да. возможно, кто-нибудь сделает, кто-нибудь другой, но кто-нибудь рано или поздно Давай ты сделает. первым сделай. Да, надо тебе удачи, да, значит, пожелать, потому что я знаю, что ты тоже же, да, всевозможные коллаборации с другими артистами, да, других жанров. Да, Георгий? Да, да. Я играю со скрипачкой Леной Березовская. Она, ну, виртуоз-скрипачка, раньше выступала вот со всеми виртуозными скрипачами, теперь она вот уже сольно играет и также работает в филармонии Якутии. Вот. Очень важно, чтобы лаваш был не порванный. Тут у нас две штуки чуть-чуть порванные. Ну, из них можно сделать мини-шаурму, если они порваны. Мне, пожалуйста, меньше. Есть я, такой видите, я лайфхак, да? мало ем. Например, если в домашних условиях купили, например, лаваш в пятницу вечером и решили именно использовать в воскресенье, он бывает же подсыхает Да, в подсказка. пачке. И говорят, можно на 20 секунд в микроволновку, да? Тогда он размягчается. Ой, я не знаю Да? насчет этого. Ну, вот я Водички положить, чтобы водой... не водички. Просто сразу в Да, микроволновку, в пакетике также разогреть. Ага. Интересный лайфхак, да. Да, ну, сам я лично не знаю. Вот, нужна будет ложка. Ага, Ага, ложка. одна. Где моя большая ложка? Да. Ну, добавляем примерно 2 ложки огурцов. Так. Примерно 1,5 ложки. Я помидор. постараюсь запомнить, потому что у меня супруга делает, но я никогда не видел. Вот. У меня сыновья любят. В следующий раз хочешь сказать, делай так же, как здесь на съемках. Да, я скажу, сделай-ка, пожалуйста, как в донер-шаурме, как у Георгия.
Ну, я сейчас раскрою секрет, по идее, не должен был раскрывать, да? Ну, да? а другие шаурмечные, они размазываются здесь, да? Вот, по всей России, можно сказать. А мы вот так вот овощи смешиваем. Тогда у нас... Это наш самый главный секрет, наверное, сейчас. Все, наверное, узнают, да? Да, это потом вырежьте. Ну ладно, ничего. Как говорится, ничего страшного. Пусть все будут тоже так же вкусно есть, как мы. Вот, перемешали. Ну и в соусе, наверное, тоже, собственно, секрет тоже есть какой-то такой. Ну да. В пропорциях. Да. Так, и курочку, да? Кетчуп соевый. А, мы же соевый не смешали. Ну ничего, можно и без него. Куда? Сюда в соус? Не-не-не, А? уже поздно. Ага. Вот это надо? Да. Обязательно. Так. Также в соус можно добавить соевый соус, да. Мгм. Ну, такое сытное получается. Мне действительно это будет много. Да, Это будет много. Можно чуть-чуть поменьше сделать. Да, Вот столько. хорошо. Мне реально мини надо мне. Мгм. И кетчуп. Кетчуп. Кетчуп можно любой использовать, но мы Ага. взяли такой. Так, он совсем новый у нас оказался. Ну все, открыть. Можно открыть вилкой? Ага. Не, давай я ножом так аккуратно прорежу. Видишь, острый нож. Да. Мгм. Так. И собрать, да? Да. Тут очень важно сделать форму вот такую. Получается, первый раз, Да. вот тут надо поддеть, да? Да. И потом вот так берем. И, ну, заворачивается. Да. Это можно отрезать. Так. Угу. Я думал, клей нет, скотч нет. Ну, иногда отрезаем, иногда не отрезаем. Так, и на какое время? Ну, примерно, 1,5 минуты, не, меньше даже. да меньше. Максимум минут. Ну если нагрето уже, то все, она Да. прогрелась и все. Просто гриль у нас весь день включенный стоит. Вот щипцы надо будет подготовить, да? Для того, чтобы забирать. Ага. Так, и сервировочные тарелочки у нас есть. Ну, ты можешь делать еще одну. Да, конечно. Да, конечно. Да. Чтобы параллельно сразу все. Ну, сегодня мы вот классическую шаурму делаем. Также добавлением сыра есть, картошки фри. Вообще все, что угодно можно добавлять. На ваше Все, что, усмотрение. да, все, что придет в голову. Что любишь и все. Люди даже горох добавляют. Ага. Ух ты. Да. Все, что угодно. Не, ну, Так, ладно. это уже слишком. Да. Краб даже добавляют. Все, что угодно. Красную икру добавляют. Ну, красная икра, мне кажется, не сильно подойдет, но есть люди, которые добавляют, да. Ну, о вкусах не спорить. Да, о вкусах не спорят, как говорится. Каждому Как свое. говорится, лишь бы душа лежала, да? Да. Слушай, касаемо, опять же, музыки, да? Есть в музыкальном мире, человек, на которого, может быть, сложно. равняешься, либо, ну, вот, скажем так, может, кумир, там, я не знаю. Ну, честно сказать, прям ни на кого не равняюсь, да, но Мгм. Майкл Джексон, я думаю, самый классный артист, который вообще будет в мире. М, Ну, каждое его выступление это шоу. Прям. Да, Вот хотелось бы тоже так же выступать, как он. да. Вот, он Такие, прям, такие площадки собирать, да? да, такие площадки собирать, вот такое шоу делать, как он. По-моему, в 97-м в Россию, в Москву приезжал, у меня была возможность полететь, но я не полетел. Эх, я бы тоже полетел, но меня тогда не было. У меня друг полетел. А, Он говорил, давай, Майкл Джексон, это же круто. Мы тогда слушали, конечно, тоже музыку. По-моему, год 96 или 90? нужно повернуть так чуть-чуть. Чуть-чуть. Узор, да, делает? Да, узор, ага. Так. Хитрость. Еще шаурму почему очень быстро делают, потому что во время того, как они готовят, он может порваться вот чуть-чуть, поэтому его можно вот так сделать, тогда он не порвется. М, Если очень быстро готовить, то можно вот это прям отрезать. А если чуть-чуть медленно, то уже не нужно отрезать. Ну, Георгий, давай вот из порванной. Вот. Сделай, пожалуйста, мне маленькую. Мини-шаурму, да? Вообще мини, да. Мини-шаурму. Нож полосну. Да. Мини. Еще чуть-чуть вот так сделать. Эй. Шаурму, наверное, уже можно доставать. Но только аккуратно она там чуть-чуть порвалась, так как я очень долго готовил. Обычно шаурму, ну, вообще за 1 минуту крутят. Чтобы, не успела это впитаться, да? Да, Ага. порвалась. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
Первый блин комом, как Да, говорится. первый блин комом, да, это надо даже убрать, потом вот эту черную поставить. А вообще сам какую музыку любишь слушать? Сам я вообще слушаю все, и рок, и рэп, Не, и электронную музыку, не только хамус, да? не только хамус. Ага. И этно слушаю, да, Мгм. все прям. Все, что придет в голову. Вот Мгм. оттуда и приходит вдохновение. Мгм. Вот. Ну, Смотря по настроению, да? да, кстати, у меня очень много учеников на хамусе. О, а вот, кстати, про это расскажи. Да, я в Китай ездил именно обучать на хамусе. М. Мы там за каждый день приходили по 100 человек учиться. Китайцы. Ага, да. Да, а откуда реклама, как узнавали? А. И как вообще ты туда попал? А у меня есть подруга, ее зовут Алина. Мгм. Ну, она мне написала вот по WhatsApp, я тогда еще не знал, в 2013 или 2014 году, да? Она мне по ВКонтакте написала в социальной сети Мгм. и пригласила в Китай. Она сама саха, якутка, а муж у нее китаец. То есть Китай живет. Да, у них такой вот союз международный. Кетчуп сюда добавить. Ага. Так. Международный союз у них. Мгм. Вот, они меня позвали, и она, кажется, хамусы продает в Китае. Да ладно, а где берет? Она с Якутии заказывает и продает Мгм. в Китае. Ну, Так то есть что- Китай тоже популярный Да, получается. популярно. И благодаря мне в Китае сейчас более 500, наверное, хамусистов. Вот. Уже. Ну, то есть это твои ученики Да, это все мои непосредственно, ученики. да? Ну, мои ученики и ученики моих учеников. А, Вот. даже так. А слушай, а как долго происходит обучение? Ну, то есть, допустим, я в детстве играл, да, я даже выступал на сцене один раз. Да, ну это было такое, больше баловство, да, там с одноклассницами, там дрын-дрын-дрын, все там одинаково. Можешь сейчас попробовать показать. Ну, Да, могу. да, ну, да. Сейчас посмотрите, как ведущий Вот такой опростоволосец. Ну, на хамусе вообще самое главное научиться доживания. Вот у меня за 5 дней прям очень хорошо учатся. Каждый день, если вот учиться. Да, ну с утра до вечера, раз, и все. Ну, 1 час у меня учатся, и потом дома еще вот тренируются, и уже вот в течение 5 дней можно стать хамусистом. Ну, есть люди, которые сразу стали прям профессионалами, да. У меня есть такая вот Ульяна Васильевна Захаровна, у нее ансамбль «Чаген». Она прям очень быстро схватила, и уже ансамбль свой создала в Якутии. Есть люди, которые, конечно, долго учатся. Ну, это от желания зависит, вот самое главное. Ну вот самое главное желание, да, ну и слух, наверное. Мотивация, слух. Мотивация, слух, ну, нужен, да. Но если ты профессионально хочешь играть, а если не профессионально, то не обязательно. Ну, для себя, да. Да, ну. да. Самое такое простое — вдох, выдох. Через рот дышу. Первый удар — вдох, второй удар — выдох. Давай вместе. Первый удар, выдох, второй удар. Фу. Второй удар. А почему вы сильно сжимаешь? Ага. Вот надо чуть-чуть. Если слишком сильно нажимать хамус, то он Да, я, начинает видимо, шуметь. это, ага. А если не нажимаем, то он уже легкий. О, профессионал. Взял. Прям вообще круто, Петр Цепандин. Да. Прям руководство. Ну, видимо, что-то я как бы немножко... Ну, талант есть, Да? теперь уже нужно просто заниматься. Да. Другие, да, свой хамус. У меня несколько хамусов, кстати, есть. У меня дети тоже играют. Вот, да, у Где-то меня Где-то что-то подарил, где-то там есть. Ну, да, от бабушки, по-моему, даже достался один. Но они лежат, я так... Есть у меня друг, который все время с хамусом таскается. Куда бы ни поехал, да? за границу, да. И там здорово. показывают, ну, потому что же действительно интересно, это очень... И говорят, что очищает хамус. Ну, да, считается так, да. Ну, И, это конечно, за такое. границей любят. Вот я думаю, что каждый якутянин должен играть на хамусе. Хотя бы просто уметь несколько звуков издать. Ну да, что-то такое, да. Хотя бы, да, хотя бы так. Ну, это хорошо, да. Сейчас зубы сломаю, да. Да, держи, спасибо. спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Да. Так, а между тем, Семен у нас это такой своей профессиональной рукой уже вторую нашу штуку наитывает. Да, может, Так, давайте это можно лишнее уберем научиться. туда, в ту сторону. Давай все это убираем. Одна у нас Уже тут, одна у нас. За кадром, скажем так, это все Протереть. дожарим для съемочной группы. Оп, это убираем. Ну и так красиво покажем. Да. Опа. А я уже его упаковал. Не нужно было, да, паковать, скорее всего?
Пусть вот так лежит. Да, красиво. пусть так лежит, да, красиво. Ага. А это у нас порванная. Да, ничего порванное, я ее там вилкой, ножом, куда она денется, Ага. это ничего страшного. Пусть будет немножко неудобно есть, да. Ну, первый блин комом, Да, ничего страшного. да. Кстати, в Питере есть шаурма в тарелке. Его просто вот ингредиенты в тарелку наливают полностью Мгм. и кушают. М. с ложкой. Ну, то есть тоже на лаваш и вот так, Да. да. Не, без лаваша. Лаваш отдельно дают. Ды. Вот так. Шаверма в тарелке. Тоже, кстати, интересно и вкусно. Как салат с мясом. Так, дожидаемся пока это. Также с Испании приезжали учиться на хомусе. Ага, специально вот на хомусе учиться. Также с Канады вот девочка была. Ну, Ну, то есть откуда-то узнают, ну, скорее всего, сейчас социальные сети, Социальные сейчас сети, да. мир широко открылся, ага. скажем так, узнают и говорят, я тоже так хочу, и приезжать тебе учиться. Да, вот из-за социальных сетей, вот Инстаграм, ВКонтакте, Мгм, мгм. Телеграм, ну, очень много у нас социальных сетей, и вот это все работает. Мгм. И Google, да, вот. А дорого стоит? Учиться на хомусе, Ага. ну, мне кажется, каждый себе может позволить, Мгм. идти учиться. И 5 дней, и ты практически уже можешь как бы это, сам Да, для себя уже Да, начать сам для играть. себя. Ну, кто-то сам для себя, кто-то уже учит, кто-то уже выступает, да. Мгм. Сейчас у меня учится девушка, она Галина ее зовут, да. Мгм. Она прям хочет стать виртуозом. Вот она второй день вчера училась, сегодня третий день придет. И, возможно, я ее потом спродюсирую и сделаю тоже хомусистку. Ну, надеюсь, я надеюсь на это. Но и она тоже хочет вот так же да, Мгм. выступать везде. Слушай, а с коллегами своими, ну вот якутскими, да, у нас тоже же как бы есть известные уже хомусистки, да? Общаетесь вообще? Да, у нас очень Или, много или вы там хомусистов. такие, конкуренция такая Нет, жестокая такая? Нет, нет. Также вот Альбина Ликирова Айрхана периодически да. зовет тоже выступать с составом Айрхан, да, ну, вот Мгм. иногда, когда мужской состав нужен. Вот. Ну, со всеми хомусистами мы дружим. Вот Васлена Шарина, с ней вместе в театре работаем, театр танца имени Сергея Афанасьевича Зверева, Крылова, да. Ага. И Дарминонтов, в Дохсуне у меня был в ансамбле. Ага. Мгм. Ну, со всеми, с Айсеном тоже, Амосовым тоже общаемся. Мгм. Ну, с Подужиной раньше, кстати, у нас был дуэт, мы раньше с ним Алена, выступали, это да. Утай, да? Мы должны были с ней сделать несколько композиций, снять клип, но так и она уехала в Москву, говорила, вернусь через месяц, потом я говорю, когда приедешь? Она говорит, меня в Казахстан позвали, говорит, Ага. еще месяц, подожди, говорит. А еще куда-то Да, позвали? потом все, она контракт подписала, оставалась там в Москве, и так и не приезжает, все, потом я дальше сам. Уже вот Ну что так, ж, да. можно пробовать. Да, давайте. Вот мини-шаурма. А моя? Да. Моя, пожалуйста. Спасибо ведущему. Да. Ведущему, который сегодня стал резко хомусистом. Да. Давайте пробовать. Да, давай на камеру покажем, О, у как меня у нас самая большая, классно. Классно и круто. Ну что? Шаурма или шаверма? Шаурма. Шаверма. Ну, по-питерски шаверма. От Георгия Слепцова. Чагалхан. Кстати, да, ну насчет псевдонима я не спросил. Это откуда? Ну, в детстве меня называли Чагу, якутское имя, хотели так назвать. А хан, это я добавил, Чагухан получилось. Ну, Чагалхан. Чагулов много, а Чагуханов нет. Сёндерштрак. Ну, Молния же. как говорится, далеко не ходил. Вот. И взял такой псевдоним, получается. Да. Чагалхан. Да. У него все прилипло, да? Ну что ж, Георгий, спасибо тебе еще раз большое за мастер-класс, за интересную беседу. И в конце передачи у нас традиция такая есть, пожелание для телезрителей. Ну, видимо, вот на третью камеру, ага, пожалуйста. Всегда самое главное любить свое дело, ценить то, что делаешь, никогда не обесценивать себя и стремиться к лучшему. Еще раз повторю, у нас был сегодня в гостях Георгий Слепцов, Чагалхан, виртуоз, музыкант, хомусист. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Спасибо большое. Спасибо А я Петр тебе. Цепандин. На этом потихоньку нашу передачу заканчиваем. Будьте здоровы, друзья. Питайтесь правильно, просто и вкусно. Давайте. А мы Пока. всё. А мы дальше доедаем.